Всем привет! Из Якутска. Вот елочка, вот еще какое-то деревце светящееся. Вот такое вот новогоднее настроение у нас сегодня. У нас 12 декабря 2021 года. И наконец-то в Якутске похолодало. Ой, как хорошо. Температура за минус 30, 35, вот так вот. Такой туманчик небольшой. Ну, как бы, потому что идет, как вам сказать, это самое, мало сегодня машин, транспорта, воскресенье, да, понимаете, поэтому вот тумана еще не нагазовали машины. Смотрите, какие за ними выхлопы мощные идут. А я что тут хотел вам, вот эти два дома снять. Смотрите, тут до улицы Федора Попова вот сносят. И вон тот еще дом тоже сносят. Что-то их разобрали, территорию обнесли, а работы никакие не производят. Вот с осени получается. Ну что, давайте, как обычно, с вами погуляем. Ох, какие тут помойки-то чистые, чудеса просто. Диву даешься. Мусор стали убирать. Ну, ох, вот отсюда видон-то какой хороший. Кто жил, кто помнит, вот в этих домах, вот они. Кстати, а вон там, видите, трубы у нас такие. Сколько там этого шурует. Это отопление. Якутская ТЭЦ. Вот, воду забирает и по горячим трубам они дают в город отопление. А вот эти дома старенькие сносят. Смотрите, ну туда не пройдешь, что-то тут все видеокамеры. Видать, тут собственник, кто застройщик. Тут кран они вот такой шикарный поставили. Он стоит. И вот эти дома их разбирают уже, получается. Ой, это даже злая собака там, ё-моё. Конкретно взялся. Ну а этот дом, вот он. Вот от него уже остатки, стена осталась. Так, мне надо руку-то прятать, люди. Руку-то мне надо прятать, а то рука у меня не закрыта. Ладно, пока стоп. Да, вот с другой стороны это построечка, изготовление мебели. Ну что, воскресенье. Вот кто помнит, раньше вот здесь была баня стояла. Как она называлась? Рабочая баня. Вот тоже дом, видите, да? Его все уже кирдыком. Там стены только, окна все вытащили уже. Вот на этом месте, где вот этот высокий дом, стояла рабочая баня. Вот кто ходил, мылся в городе Якутске, там в Советском Союзе, помнит, наверное, она такая одноэтажная была. И там вот где-то было это, в ней печка или что-то такое, ну, которая воду нагревала. Рукавица что-то у меня не было. Вот воробьи наши, смотрите, они тут вот в этом что-то разогнал их. Ух ты, обувь стоит, смотрите, шикарная обувь, почти новая. Никому не надо. Вот это, видите, печка якутская. Отопление делают. Видали, да, сколько? Какие облака. Вот они облака генерируют. Это пар оттуда выходит. Водяной пар. Ну что, вот такие вот виды вам. Воскресный Якутск. Вот солнышко у нас. Сейчас время 12 часов дня. Поэтому вот оно вон так вот у нас низко, в принципе, оно выше-то и не поднимается. В принципе, 24 декабря самая низкая точка будет, самый короткий день. 24 на 25 как раз Рождество. Католическое в эту же дату проходит. Ну, а мы с вами гуляем. Гуляем пока. Я тут немножко зашел, погрелся. Рука у меня отогрелась. Ну и давайте походим. Ой, кому-то может быть и это интересно посмотреть. Вот смотрите, во дворах елки даже ставят. Елочки вот такие вот. Смотрите. Вот. Такие елочки ставят. Интересно. Ух ты, это что, инсталляция такая, да? Типа. Ну и машины здесь вот многие вот в таком вот состоянии находятся.
Это улица Федора Попова, недалеко речной порт, ТЭЦ Якутская. Вот как бы давайте немножко сюда вот под теплотрассу зайдем. Под теплотрассу нашу зайдем. Вот тут птички я слышу. Ох, тут сколько их воробьев-то. Вот они греются, смотрите. Где живут летом, ой, зимой в Якутске воробьи? Вот где живут они. На теплотрассах они живут. Потому что им здесь тепло, горячая вода. Вот от ТЭЦ. Кстати, вот ТЭЦ даже слышно, как гудит. Вот там, видите, пар идет. Слышно. И вот тут у них гнездо где-то есть. Ох. Слышу я, слышу. Ой. Ой-ой-ой. Приходится нагибаться. Вот, смотрите, сколько их здесь. Они меня как видят и начинают куда-то улетать. Боятся, что ли? А здесь что такое? Запиши и позвони. Ратник. Какая-то фирма. Непонятная. Так, ладненько, давайте выходим мы. Вот, кстати, проход на Якутскую ТЭЦ. Вот она. Стратегическая точка в Якутске. Якутская теплоэлектроцентраль. Вы представляете, что будет, если вот что-то с ней произойдет? Мы просто нафиг все замерзнем. Те дома, которые на центральном отоплении, они все к чертям замерзнут. И город придется переселять. Вот елка здесь такая. Что, гирлянду-то повесили? Нет, по-моему, на нее. Ну и здесь вот эти вот вход, это энергосбыт. Энергосбыт у нас. Вот такие вот они здесь наваяли. ЯТЭЦ. 1937 год, 2022. Якутск, ЯТЭЦ. Видно, да? Теплом город обеспечивает. Стратегическое предприятие. Так, а здесь что? Вот даже там памятник какой-то есть. Сейчас подойдем к нему. А это земной шар. И смотрите, вот эта республика Саха, Якутия, город Якутск, вот отмечен точкой. Смотрите, да? Во. Вот такая инсталляция. И вот она такая у нас республика с полземного шара. Смотрите, даже больше. Вы видали, да? Вот она какая у нас республика гигантская. Так, а здесь что? Здесь памятник с цветами Чубчиков Анатолий Александрович. Вот ему бюст, пожалуйста, это видать. Он здесь работал, выдающийся деятель. Федора Попова, дробь 3. Вот таким вот образом. Такая вот здесь оградка. Так, ну что, дальше идем. Вот идет восьмерочка с речпорта. Кстати, вот едет она. Такие вот у нас пазики ходят, такие вот сельский вариант. Автобусы. И вот здесь вот еще сохранились вот эти старые домики. Поснимаем их. Это у нас улица какая? Блин, не вижу. Федора Попова. Ага, 7. Вот это 7 дом. Ну и сейчас для истории, может, их снесут, хотя с виду они, в общем-то, и нормальные, да? Нормальные вот такие вот домики. Их тут такая дорога вдоль них идет. Накатанная. Так, тут такие палисаднички у них вот. Вот, все так сделано. Ох, там что, скорая, что ли, едет? Слышите, наверное, да? Ну и тут, конечно же, автомобили замороженные. Вот видно еще отсюда ТЭЦ. Как хорошо, смотрите. Автомобили замороженные у них здесь. А там вот какая-то стройка, недостройка уже. Который год она. Сваи просто вбили. Сваи тупо вбили. И вот они стоят уже который год. Что тут хотели построить, я даже не знаю. Вот смотрите, свайное поле. Хорошее такое. Вот слышно, от ТЭЦ идет такой гул.
Слышно, да, вам? Тут еще машины, конечно, ездят, мешаются. Ну и что-то должны были строить. И так это все стоит. Кстати, таких полей свайных в городе недостроев довольно много. Если так пройтись, как бы можно не одно обнаружить. Камыш. Так, ну и что, мы вот сюда идем. Кстати, ходить здесь довольно скользко, опасно. Ну, в смысле, можно упасть. Ух ты, а тут-то как. Смотрите, у них сделано. Так все загорожено. Они тут свой дворик, видали, да? Тут Путин, портрет Путина, венок какой-то новогодний. Интересно. Видели, как живут, а? Шикардозно, да? Вот этим профлистом. Тут у них у каждого, смотрите, качельки. Вон даже мангальчик, смотрите. Ё-моё, березка. Чего не жить-то, да? И в принципе это недалеко. Ну это, ну, если так вот сейчас географически, да, по расстоянию, то это центр, в общем-то, города Якутска. В общем-то, здесь у них вот такие вот кладовочки шикарные. Гаражи, вернее, да? А здесь профлистиком вот так вот все заделано. Профлистиком. Машинёшки отдельно ездят. Ну, возможно, это такси. Много такси сейчас, люди на такси разъезжают. А тут еще гаражи какие-то теплые. Теплотрасса идет. И вот сосули. Смотрите, сосули у нас. А я, к сожалению, не достану. А, не, она прилипла. Прилипла сосуля. Хорошо подморозило-то хоть. Наконец-то подморозило. Можно нормально походить. Померзнуть. Рука замерзает буквально за минуту. У меня, если ее не закрывать. Ух ты, это что такое? Помойка, что ли, такая? Когда они сюда помои, по-моему, сливают люди вот этих вот домов. Дома-то, наверное, неблагоустроенные. А, точно неблагоустроенные. Смотрите. И здесь выгребная яма. Вот она. Выгребная яма. Вот, смотрите. Это сухой мусор. Там еще какой-то бак. Вот они, получается, помои в ведрах, жидкие отходы выливают в эту вот выгребную ямку. Некоторые мимо выливают. Вот у них там видно, да. Но не буду я туда заглядывать, конечно. А то вам плохо еще будет. И вот это туалет. По большому, по маленькому, вот сюда. ЖМ, наверное, да, но не отмечено никак. И тут же вот рядом у них гаражик. Вот жильцы этого сего дома в 21 веке выносят помои в выгребную яму. И по большому ходят в туалет на морозе в минус 50 градусов. Да, вот так вот. А вы что думали? У вас только хорошо, что ли? У нас тоже хорошо. Вот еще какой-то домик есть. О, это что, чуть ли не социальное учреждение какое-то. К нему такая эстакада, заезд шикардозный. Ну, это, по-моему, жилой дом. Ну и тут рядом же вот эти вот новые постройки соседствуют. За вот этими Бактана Чижика 2, корпус 1. Кстати, они с дороги заслоняют вот эти дома, да, с собой. Вот там дорога. И получается, что не видно их, этих трущоб. Так, ладно, давайте мы идем. Мне надо где-то тут паузу нажать. Потому что я не могу долго снимать. А, вот смотрите, вот свайное поле. Вот, смотрите, видите, да? Вот так вот сваи заколачиваются в Якутске сначала, потому что вечная мерзлота. И потом только строится на этих сваях дом. Дом. То есть никогда дом не строят тут прямо в земле. Обязательно сначала сваи. И причем вот это расстояние сделано так, чтобы зимой проветривалось это пространство
вот свайное поле, чтобы сваи промерзали в глубину, чтобы не оттаивали они от дома, чтобы фундамент не ходил. Я надеюсь, понятно, да, вам всем объяснил. А то вот эти дома, допустим, вот эти деревяшки, да, они вот видите близко как. Еще там у них вот этот внизу утепление такое сделано, видно, да, да, такое высотой сантиметров 50. Значит, такая небольшая, как это называется, ну, утепление, да, там, и там опилки, еще что-то ложат туда, чтобы низ дома утеплялся. И благодаря этому идет оттайка грунта. Потому что вот непосредственно, а от оттайки грунта это дом просто со временем начинает коситься. Сами понимаете, да? Так, а и куда я зашел-то? Как мне здесь выйти? Люди бегают. У них здесь вот эта аварийная лестница, Хабарова 54 дом. Так, я там вот пройду, нет? Тут я вижу, какая-то дорога есть. Вот так вот недалеко от города можно насмотреться. А это какие-то постройки, кладовки, сгоревшие уже. Вот они, теплотрассы. Тут что-то совсем теплотрасса это плохая. Ой, может перемерзнуть. А если перемерзнет, это надо сантехникам там, то все, дела зимой. Вот туалет. Туалет. Кто-то накакал, не дойдя. Потому что там невозможно, что, кстати, здесь несколько туалетов. Вот этот, они все вот в таком состоянии. Трэшовым, трэш-контент хотели? Вот вам, получайте. Ну и выходим мы вот как раз на фоне, напротив Института водного транспорта или речное училище. Вам небольшую панорамку дать. Вот эти вот трущобы. Какой-то домик. И вот это, кстати, здесь находится у нас база продуктовая. Так, ладненько, я пока стоп нажму. Так, база продуктовая. Добро пожаловать. Как же она называется-то, а? Господи. Алкомаркет обязательно. Купаж. Как же без алкомаркета у нас-то? Минус 50, блин. Как можно вообще согреться? Вон он какой большой, прямо напротив. И здесь различные магазинчики. Фаворит. Кондитерские изделия в розницу по оптовой цене, пожалуйста, вам. Продукты питания, большой выбор. Работают? Нет, они сегодня. Пиво вон там, пожалуйста, пиво. Какая-то фирма Global радиаторы отопления. О, да, все основное. Без радиаторов, без отопления. У нас дубу дашь. Дубу. Так. Так, а здесь ООО Легион. Вот он, Легион. Кстати, сегодня что? Воскресенье, блин. Выходной. Я не кстати пришел. Ну ладно, хоть вам такую небольшую обзорную экскурсию сделать. Так, а здесь что? Купаж, алкомаркет. Мандаринка. Сеть магазинов упаковочных и хозяйственных товаров. Также здесь конфетный теремок. Вот к Новому году подарки. Сюда надо ехать. Куриный домик, курочки. Так, говядина. Вот тут ангар какой, смотрите. 370 рублей кг. Блочная говядина, телятина, свинина. Телефончики, звоните. Сибирь мясо, 100% свежее мясо. Так, а там что? Там не пойму, там какие-то гаражи похоже. Ну и с этой стороны еще есть фрукты, овощи. Вот там второй этаж, да, получается у нас. Магазин Анчен. Ну, китайский это, по-моему. Китайский. Тут всякое продают. И также магазин Трикотаж для всей семьи. Трикотаж для всей семьи по невысоким ценам. Так что у кого деньжат в притирку вот сюда. Не надо ехать там, как на китайский рынок, на наш столичный, да, как бы. Вот сюда можно сходить. А тут относительно центр, как бы, да, то есть не надо туда куда-то ехать. Так, все, выходим. Ну и здесь вот этот Легион, и мы
Вот если сюда повернем, сейчас тут посмотрим, что есть интересного. Здесь тоже вот такой жилой дом. И вот этот вот барак. Но он интересно чем отличается. Кстати, это мы за памятником Победы находимся, на площади Победы. Знаете, чем он отличается? Тем, что он такой... вот смотрите, какая у него плитка здесь, ну, из дерева. 44/2. Вот дом, да? Видали, да? Вот такой плиточкой аккуратненько сделан. Так цивильно и выглядит. А раньше так дома делали. Ну и вот у них вот тут дворик вот такой вот. Там еще какой-то домик тоже такого барачного типа. Там какое-то предприятие или что. Здесь гаражи теплые. Ну и, пожалуйста, для жильцов этого неблагоустроенного дома вот услуги выгребная яма, сухой мусор. Вот они все сюда таскают. Так, все. Это буквально за площадью Победы у нас находится здание. И мы выходим, вот улица Богдана Чижика, там Хабарова уже, площадь Победы. Автобус он там, можно на автобусе уехать. Ну а мы сейчас еще пешочком прогуляемся. Так, главное мне найти здесь переход. А вон там переход далеко, нет, где-то здесь был переход. Сейчас мы здесь перейдем улицу. Кстати, а в этом доме хозмаркет. Давайте зайдем посмотрим, а что там интересно. Смотрите, как у них тут ковровая дорожка. Прямо чувствуешь себя президентом. Президентом. Ковровую дорожку постелили красную, чтобы вот можно было подняться и не упасть. Где еще ковровые дорожки ложат красные? Только у нас в Якутске, перед магазинами. Вот она улица Богдана Чижика. Так, все, заходим. Так, я буду тихо. Не выйдет. Магазин. Ничего не мини, это какой-то здоровый. Смотрите, сколько здесь всего барахла. Всякого разного. Ну, хозмаркет, хозяйственный товар. Миллион. Так, вот. Что хотел? Ой, чуть сковородку не забила. Вот запарнички есть вот такие вот. Как френч пресс называется. Чаи эти. Запарнички, чаек заварочный. Чайник. Так. Это что такое у нас? Кружечки, да, всякие? Ух ты, вот кружка хорошая, Big Boss. Ничего себе. Обалдеть. Вот эта кружка. Видали, да? С какой объем-то у нее? Срок эксплуатации 5 лет. Ну, здесь точно 3 кружки влезет. Big Boss. Вот у кого живот большой, или кто любит много чая пить, вот такую кружку надо брать. Эти даже носки продают всякие. Тепленькие носочки. Тепленькие. Ну, новогодние всякое. А вот с годом тигра эти всякие штуковины. 331 рубль стакан. О, новогодние. Новогодние все. Все новогодние. Кто еще не купил, пожалуйста, в хозмаркет. Гирлянды. Всякие разные. Что такое? Что душа пожелает. Все есть. На стенку вот эти всякие, на стекла лепить вот эти вот штуки, снежинки. Ой, тут смотрите, даже коробка с этими. С
светящимися. Видали, да? Коробки со светящимися. Ну, да, и сколько они придумают, китайцы, да? Мишуры-то сколько здесь. Мишуры. Ой-ой-ой. Так. Ну, все это Китай, Китай. Китай. Полотенчики новогодние. Всякие разные. Эти салфеточки новогодние. Вот календарики есть новогодние. Вон, такие отрывные есть. Вот тут дороже, кстати, 68 отрывной календарь. Такое, да? Отрывной календарь здесь 68, да? А я по 50 рублей покупал такой календарь. Это 18 рублей дороже. Вот здесь. Так, здесь хлопушки. Бенгальские свечи. Так, и здесь всякое к столу. Вот это праздничное. Ладно, все, зашли, погрелись. В принципе, все понятно. Тут лопаты снег разгребать. Вот нам надо такие лопаты для снега. Снеговые. Как раз. Ну и все как обычно. Посуда всякие. Всякое разное. Для быта. Для дома, для хозяйства. А вот эти вот, смотрите, ледянки есть. 212. И попроще 83. Посильнее 212. 153. И такие, это что, светильники, вот такие прикольные. Всякие разные. Молотки, пожалуйста. Тут все швабры, да? Швабры. Такая разная. Так. О, мочалки. В баньку. Ходили, успели. Надо вот мочалку, веник. Ой, смотрите, это не щета, это массажер. Массажер. Ногами ноги массировать. Вот такие наградные порошки. Так, кто-то меня преследует. Кто-то меня преследует. Так, а как здесь выход? Я заблудился, тут не знаю как-то. А вот там вот выход, да? А это что такое? Это что такое за ерунда? Это для этих, для собак, игрушки всякие. Решетка для собаки. Ну, выходим. Вот даже у них тут можно кока-колу купить. Это такая бутылка стоит 65 рублей. Пол-литра, а литровая 105. Ладненько. Такой магазин Хозмаркет, пожалуйста, с красной дорожкой вас ждет. И мы идем дальше. Вот там вот переход будет через дорогу. Мы по нему будем переходить на ту сторону. Ну вот здесь вот напротив кассы энергосбыта, здесь прием платежей. Пожалуйста, вот переход. Сейчас мы перейдем его. Там, по-моему, кнопка есть такая специальная, которую надо нажать, чтобы светофор включился. Ё-моё, блин, я, кажется, в 4К формате снимал-то. И у меня всю память телефона забила. Человек сидит, смотрите, ждет на морозе автобус. Ну, должен подъехать. Хотя сегодня воскресенье, редко ездит. Короче, память всю забила мне в этом формате телефонную. Говорит, я больше не могу ничего делать, я ничего не пойму. Суюсь там в настройке, он, оказывается, 4К формат. А такой формат, он съедает много памяти. Вот, мне пришлось немножко почистить. Ну, давайте перелазим. Перелазим. Опа! О! Не жизнь, а малина. Так. Хорошо, когда холод, люди. Вам это не понять, наверное. Смотрите, какой дом на место рабочей бани построили. Люди ходят. Девушки одинокие, скучающие. Да, сейчас вот как плохо-то. Ни дискотек вам, ни черта нету. Все из-за этой пандемии. Все люди по домам разбрелись.
сидят в своих конурках, боятся выйти, заразиться. Кстати, мне знаете, что кажется? Почему стало меньше народу в магазинах, да? Вот как бы предприниматели еще выражают такое недовольство, что... Потому что сеть развита, покупки онлайн, магазины онлайн. Все двор Федора Попова, 11. Магазины онлайн, такие как Вальберес, Озон, ну там множество, да, Ситилинк, там, китайский Алиэкспресс, да, какие там Шейн, да. То есть там, в принципе, можно купить товар дешевле даже, чем вот в магазин идти. Ну, естественно, люди еще за этой пандемией, они как бы меньше стали ходить. Поэтому вот эта онлайн-торговля, она сейчас расширилась. И люди больше покупают, конечно, с домашнего телефона или с компьютера. Ой, ну, с домашнего компьютера или смартфона, извиняюсь, у меня немножко мозги замерзают, поэтому могу заговариваться. Ну что, ладно, все, у меня память закончилась, будем прощаться. Всем пока. Приятно было для вас поснимать, конечно, морозец. Морозец у нас ударил. Надеюсь, что еще будет холоднее. Так что ждите новых видосов.